красиво. Вот это вид у нас шикарный, да? Завтрак. У нас домики. Там солнечно. Очень красиво, но очень ветрено. И с газом будет сложнее. Подумали мы и решили скипятить дома. Кто прямо так кушает завтрак, тот мы. Тут мне заваривается кашка, малашка. Стоит газ. Такой маленький домичек. И такие вот виды. Та-дам! Там внизу так красиво. Всякие поля. Вот тут вот дерево. И там что-то растет. Я не знаю, что это такое. Я себе знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Надо попробовать. Так что природа сейчас задумана, то и сделано. Перед дорогой Сережа смотрит машину, а я тут заснимываю виды. Здесь вот птички себе гнездышки построили. Смотрите, какая красота. Вообще вокруг тут красота. Мы попили с утра чай. Правда, не здесь, а прямо в салоне машины, потому что здесь ветер. Вот вечером вчера вообще ветра не было. И было очень тепло. Здесь вот какие-то карьеры, не карьеры. Ну, блин, вообще вот как вообще, да? Так красиво. Такие терраски там какие-то. Здесь вот поселение какое-то. Представляете, какая красота. Я вообще не думала, что Таджикистан такой красивый. Вообще никогда не думала. Вода, прикинь, пошла. Да? С трубы. Куда-то туда вниз идет. О, сходим-ка немножко вниз, что там. А здесь, оказывается, проходит дорога, по которой мы вчера ехали. Мы вчера ехали и не знали просто, где остановиться. Уже стемнело очень. И мы просто завернули на такую перпендикулярную дорогу и оказались здесь. Как красиво. Бывают некоторые места, откуда не хочется уезжать. Думали, переночуем где-то на берегу этой реки. Вон там, кстати, идет лодка. Она маленькая. Значит, эти горы достаточно большие. Отсюда нам кажется, они маленькими. Там какой-то как его? Трансформаторная будка. Видишь? Заезд есть. Где ночевать-то я имею в виду. Но здесь, конечно, круче всех, да? Таджикистан! Так красиво! Вот бы на ту бухточку. Там красивее всего вода. Интересно, нету туда заезда? Людей не видно, конечно. Че, прохладно? Ветер-то что, да? Вот эти терраски Бали напоминают, реально. Я всегда найду свой Бали.
Нурекское водохранилище называют одним из самых живописных мест в стране. Эти бескрайние бирюзовые воды в обрамлении горных вершин никого не могут оставить равнодушными. Водоем был создан в 1972 году при строительстве Нурекской ГЭС. Его площадь составляет 98 квадратных километров, длина 70 километров, а максимальная глубина около 110 метров. Водохранилище часто называют Таджикским морем. Здесь мы ночевали, одни. Так люблю, так это было. Цветут маки, маленькие, беленькие цветочечки. Мы в прекрасном саду как будто. Как будто весь мир прекрасный сад. Весь мир прекрасный сад. Здесь маленькие щеняточки бегают. Привет! Это кто там такой красивый? Ой! Спрятался такой. Итак, мы стартанули в дорогу в 9:35. Несмотря на то, что проснулись очень рано. Первый раз мы проснулись в 5 утра, встретили рассвет и уснули. Ну, я, по крайней мере, точно уснула. И я проснулась в 7 часов. И вот мы 2 часа там завтракали, что-то там фоткали, все, болтали, сидели. Короче, рахатляна бутерброд. Путь наш лежит на город Харок. Мы решили ехать через этот город, через южную дорогу до Ош. То есть Памирский тракт имеет 2 дороги, это южная и северная. Вот северная там более с хорошим покрытием, она покороче, но менее красивая. Южная дорога, она более длинная, с менее хорошим покрытием, или вообще без покрытия, сейчас посмотрим. Вот. Это вот южная сторона, южная дорога, которая лежит через город Харок. Мы направляемся в сторону него. До него 515 километров, говорит, 12 часов сейчас езды. Вон там. Блин, не видно в телефон, что ли? А, вон там, вон. Видите красные эти вершины? Такие. Это, представляете, маки цветут. Как прям ковер. Прям отсюда даже видно, какое все красное. Это маки цветут. Сейчас нас остановили полицейские. Или милиция у них? Полиция? Я не знаю. Может быть, эти, как они называются-то? Во Франции, как они называются? И в Турции как-то жандарм, да-да-да. Остановил такой строгий, вот такой вот палочкой, такой, типа, кабочине. Сейчас мы остановились. Здравствуйте, поздоровались. Я начала вытаскивать документы. Он такой подошел, такой, вы, говорит, гости, что ли? Мы говорим, типа, да. Он даже не посмотрел документы. Он такой, доброго пути, до свидания. Типа, ну-ка, скажи что-нибудь. Было интересно, как гаишники остановят. Вот остановили, вообще респект. Счастливого пути, пожалуйста. Вчера еще в Душанбе Сережа говорил, да, что, блин, типа они стоят, напрягают вроде как-то, что они стоят. Было бы интересно, если бы они остановили, что они скажут. Вот остановили гости, что он даже не стал смотреть. То есть, он говорит, ой, не заметил, типа, что, видимо, русские номера.
заходим в какой-то райский сад. Это вообще, конечно. Сколько здесь роз. Как здесь пахнет. Это вообще все в розах. Таджикистан — страна роз, мне кажется. Привет! Привет! Какой красивый! Иди сюда. Айда, иди. Что, нет, что ли? Нет? Такой райский сад вообще не могу. Что за чудо-страна? Мне так нравится. Мне так нравится! Посмотри, с кем я познакомилась. Вот и дворец. Ничего себе. Это древний дворец, походу, дела. Уж Омадет — это welcome, оказывается. Все, мы заехали в Гуляк наконец-то. Здесь деньги меня. Пороги написано. Ну, блин, Гуляк, посмотришь, он тоже достаточно большой город, и население. И неужели бы здесь нет банка? На рынке, мне кажется, должны быть везде. Какой-то приятненький город такой. Маленький. В общем, зашла я в банк обменять деньги. Они говорят, можно обменять? Не, у нас не. Я говорю, а где можно? Говорят, на базаре. Ой, везде в интернете написано, что это неофициально. Ничего себе неофициально, если банковские работники отправляют менять деньги на базар. Где мне Сережа? Надо Сережу найти сначала и вместе сходить на базар. Просто чтобы вы понимали, как одеваются люди. Эй, дорогу ты тут перейдешь, не перейдешь. Вон рынок. Тут типа речка. Чистая. Что-то тут много всего продают, но рынок не стоит. Вот настоящий рынок искали, да? Вот мы и добрались до таджикского базара. Рыбку жареную не хочется? Рыбку жареную? Нет. Лучше бы жареное мясо было.
Я микрофон опять не взяла. Микрофон-то взяла, это втыкалка нет. Чё, где, как, чё, у кого чё. Welcome. Я просто хожу за Сережей. Здесь вот одежду всякую продают. Ходим по базару тут. Осматриваемся. Почему здесь говорят на русском? Почему-то здесь говорят на русском. Может, мороженку возьмем? Да. Так жарко сегодня почему-то. Фит, фит. Печенье, вон сколько много. Я первый раз вообще супермаркет вижу. Рис, смотри какой. Ты нашел колбасу? О, ничего себе, сколько много видов. Вот я нашла уже сходу колбасу. Вот. Какое? Ну вот. Серьезно? А ты как? Взяли мороженки. Наслаждаемся, идем. Такая жара. Здрасте. Здравствуй. Как пахнет вкусно. А что это? Это чалоп. Чалоп? Да. Что это? Чака, знаешь, да, чака? Как я тебе объясню, я не знаю. Молочное что-то? Нет, это как чака, не знаешь? Как я тебе Чака, знаешь, что такое? Нет. Чака. А сколько стоит? 2 суммы. Одну ставь. Давай попробуем 2 суммани. Есть у тебя? У тебя же мелочь какая-то есть? Эти. Это что-то кислое? Что? Что-то кислое? Да. Кислое? Нет, не кислое, это чака, знаешь, да? Нет. Это чака. Ой, как тебе объяснять, я не знаю. Так, 2. 2? 2 сказали? Не. Да, 2 суммы, 2 стакана. Один на пробу. А то мы же не пробовали, сейчас как попробуем. Ничего себе, как прикольно. Сереж, пробуй. Это не алкогольный? Нет, не алкогольный. Это не алкогольный, Сереж, пробуй. На, смотри. Что это? Не знаю. Мне вкусно, не знаю, почему тебе не понравилось. Какая Ирак? Айран. Да, айран. А, это Ирак. Такие скудненькие, друзья. Может быть, купим что-нибудь такое? Почему? Не внушает доверия? Такой рынок настоящий прям, да? Как мы хотели. Из того, что мы увидели банк. В банке нам сказали, идите на рынок, меняйте деньги. Что там происходит? Курит, ходит. Мы сходили, поменяли 5000 рублей по 8,4. Мальчишки там здороваются. По 8,4. И получили за это что-то там 560, 590 суммани. Ты прячешься? Я буду снимать себя. И получили мы за это 590 суммани. Сейчас мы немножко спокойны, потому что нам ехать еще долго, несмотря на то, что 500 километров всего. Там написано, что это 12 часов у нас займет. Расход может быть большой, и поэтому мы меняли места. Не все сразу, а побольше денег. И к тому же на границе с Афганистаном немножко страшновато будет ночевать, и поэтому все блогеры, все
чьи статьи я читала, когда собирались, ночуют в какой-то гостинице. Вот, надо будет еще там заплатить. Там чувачок ходил, выпрашивал, сейчас ушел, когда я начала снимать. Там полиция. Вон там русские какие-то люди. Не выглядят вообще как таджички. Вообще красивая такая. Сейчас застегнусь. Народ переходит хоть где. Там, говорит, полиция. И народу пофиг на полицию. Это их обыденная жизнь, что им. Вот полиция. У них какие-то там другие проблемы. Ужас, да. Вот этот рынок, где мы сейчас были. Там какая-то гостишка. Огромная. 100-500 этажей там. Вот реально такое ощущение, как будто этот город стоит на жерле вулкана. На жерле вулкана, да. Телевидение. Поснимай городок хоть. Пусть люди увидят, как люди живут. Виден ли на карте? А это ты что такое взял? Питьевое? Заменить? Да. Журчит хоть? Увидели на карте, что есть родники, и остановились. Потому что у нас уже нет питьевой воды. И это что там Сережа несет, это мы набрали вчера с гор. Ну, она такая, с гор стекает, видимо, там. Здесь был чей-то дом, что ли? Корова пасутся. Родник здесь не очень чистый. Наверное, далеко течет. А начала нету. Решили поехать дальше. Вот мы заехали в Гбао. Гбао, да. И поехали по Памирскому тракту. Нас проверяли где-то минут, наверное, 10-15 документы. Записали СТС, там номер машины, все дела. И пропустили, и мы едем теперь по Гбао. Горно-Бадахшанская автономная область – это самая восточная и самая высокогорная часть Таджикистана и самая высокогорная автономная область в мире. Средняя высота больше 3000 метров над уровнем моря. Это выше, чем многие европейские горы. Здесь живут памирцы – народы, которые говорят на восточно-иранских языках. Они не таджики по языку, и их культура отдельная, древняя, за астрийскими корнями. Столица Гбао – Харок, город, который стоит на высоте 2200 метров, прямо у слияния рек Пянж и Гунд. Это самый высокогорный административный центр в СНГ. Гбао занимает почти половину территории Таджикистана, но при этом здесь живет меньше 3% населения страны. Огромные пространства, почти без людей. Это место, где встречаются Памир и Гиндукуш. Геологически один из самых сложных и красивых регионов планеты. Ой, ничего себе! Что тут за дорожка, речка? Афганистан! Красивый горный дикий край. Красивый, конечно. Вот какая красивая дорога с таким освещением прикольным солнечным. Ой.
Вот куда идет наша дорога. Красивая дорога. Памирский тракт – одна из самых высоких и самых красивых дорог в мире. Его длина 1200 километров. Мы едем вдоль реки Пянш. Это река-граница, а за ней Афганистан. Здесь есть одна табличка, настоящий символ Памирского тракта, место, где путешественники оставляют свой след. Она стала неофициальным памятником всем, кто преодолел этот путь. И мы здесь были. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие молодцы вообще. Такая красота вообще. Все тут ездят. И мы тут ездим. Все самые крутые люди мира тут ездят. Самые крутые путешественники Да, охренеть, смотри, на облака. Земли. И мы. Пока мы фотографировались с надписью «Афганистан», я умудрилась потерять вот эту Bluetooth штуку от микрофона. Вернулись обратно, там эти пастухи, вот которые с барашками, развернулись же, не поленились, подошли, давай нам помогать искать это все дело. Слава богу, нашла. Ой, заехали в Губау, называется. Вернулись, пообщались, да. Почти. Ты скажи, сейчас сюда, в гору поедем. Вот. Сказать, говорю, вот туда в гору поедем сейчас. Вон туда. В телефоне-то тут непонятно, какая там высота, но судя по тому, что вот облака зацепляются за... А вот и кончился лес. Ну, точнее, дорога, по ходу дела, да? Кончился, думаешь? Да нет, это еще не кончился, это просто местами меняет покрытие, мне кажется. Даже поздоровался башкой, вот так вот пим. Это что-то невероятное. Да, смотри. Вообще, смотри, что. Я же заикалась. У меня не хватает экрана для того, чтобы захватить. Еле-еле прям ходит. По диагонали. По диагонали, да? Ну, в лобовую это не влазит, все, если так сидеть спокойно, пока вперед не вылезешь. Памирский тракт – вторая по высоте международная дорога в мире. Ее участки проходят на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Уступает она только боливийской дороге в Андах. На одном из самых знаменитых участков тракта, на перевале Акбайтал, установлен памятный знак с отметкой 4655 метров. Там мы окажемся через несколько дней. По одной из версий, первую дорогу на Памире, которая соединяла две долины, Ферганскую и Алайскую, проложили в 1894 году. Участок тракта построили для срочной переброски войск на случай вторжения Британской империи. Противостояние с англичанами закончилось мирным соглашением, а дорогу продолжили строить. В конце XIX века ее проложили до памирского города Харога на берегу реки Пянш. В 1939 году жители Горно-Бадахшанской области обратились к правительству Таджикистана с просьбой построить автодорогу из Харога в Душанбе. Работы начали в марте 1940-го
Участвовало в них более 30 тысяч местных жителей. Стройка велась ударными темпами. Говорят, что ее построили всего за 104 дня. По словам некоторых историков, в среднем за день оборудовали около 5 километров дороги. В общей сложности строители взорвали около 3 миллионов кубометров породы, израсходовав около 1000 тонн взрывчатки. Красиво. О, офигеть! История Памирского тракта насчитывает чуть более 100 лет, но история самого Памира началась еще 1000 лет назад. В первые столетия нашей эры здесь существовали небольшие независимые государства – Шунган, Вахан и другие, которые контактировали с такими странами, как Древняя Индия, Китай, Сагдина, Кушанское царство и другие. Некоторые ученые считают, что здесь пролегал один из маршрутов Великого Шелкового пути, который шел из Китая в Афганистан и Индию. Археологические находки свидетельствуют о присутствии на Памире зороастрийцев, буддистов и мусульман. И все это лишь обрывки истории Памира. Круто? Да. Надо было самим тоже там постоять. Там он тоже у них дозорные штуки, что ли, да? Такая красота, живи и живи вроде как. Вот там вот, ребят, Афганистан. Я же говорила, да? Афганские земли, смотровые всякие. Дресва готовая. Реально же. Афганские дети купаются. Не знаю, я не увидела. Ну что, тебе жалко было, что ли? Еще даже не засняла. Вот, я хочу же показать. Вот же тут ягоды-то тоже есть. Я не знаю, он не похож на барбариста. Блин. Ничего себе. Так красиво. Как туда только собираются, интересно? Такой человек захотел намаз почитать. Тоже смотри без минарета, кстати. Ну, в смысле, минарет есть, а вот самого этого нету. Полмесяца. Уже сколько мечетей таких я увидела. Это вот в этой стороне, да, где-то, кстати? Вот сюда повернули уже. Что на афганской стороне также мечети увидела без минарета только. То есть такими вот куполами. Ой, без этого полмесяца.
Да, действительно, в ГБО, в соседнем Афганистане, мечети строят без полумесяцев. Я это узнала только когда монтировала это видео. Оказывается, памирцы – это исмаилиты, а не сунниты. А у исмаилитов в своей архитектурной традиции и полумесяц на минаретах не главный символ. Исмаилизм – это одно из течений ислама, которое сильно отличается от суннитского большинства. И исмаилиты не придают символу полумесяца сакрального значения. Он стал ассоциироваться с Османской империей и суннитским миром позже. Их архитектура больше связана с традициями Центральной Азии и Ирана, где элементы декора – это геометрия, резьба по дереву, роспись. Афганский Бадахшан, соседняя провинция, тоже исмаилитский регион. Там те же традиции, мечети скромные, без полумесяцев, но с богатым внутренним убранством. Сейчас поели колбасу, которая называется Самарканд. Но сделан он в Таджикистане. Нет, ну написано, наверное. Только непонятно. И она прям вот настоящая колбаса, прям из мяса, прям вообще. Мне кажется, я такую колбасу настоящую последний раз пробовала там в 2005 году или в каком мы ездили, да, в Беларуси. Я, конечно, ни разу не была в Исландии, но мне эта дорога очень, напоминает, что ли, как сказать. Короче, мне кажется, что в Исландии тоже такие дороги. Такой ровный асфальт идеальный, горы везде, заснеженные пики. Тут заснеженного пика не видно. Сейчас будет видно, наверное, когда выйдем. Тут, похоже, дорога закрыта. До 18:30. Что скажешь? Не знаю, покурить можно. Что говорить-то? 10 минут может открыться, 20 минут может открыться. Тут тоже походу начинается, да, хотя по карте грунтовые дороги должны начаться через 8 километров только. Но, видимо, здесь обвал произошел из-за чего-нибудь. Вон там машина, смотри, сидит наверху. Легковая, видишь? Все, оттуда не пускают еще, что ли, сюда? Кстати, непонятно, да? Они что, со всеми здороваются? Что все такие счастливые, радостные? Все такие счастливые, радостные. Увидели какого-то знакомого. Пока интернета нету, но когда она появилась, я одним глазочком увидела, что в комментариях пишут о том, что если жарко, нормально без кондиционера, открыл оба окна, вот так вот, да, типа, и едешь. А когда вот такая вот пыль в дорогах, эта вся пыль находится у нас в салоне. Вот тот, кто писал комментарии, интересно, так ездил сам когда-нибудь с открытыми окнами в 35 жары плюс. И в пыли вот такой вот. Это хорошо по асфальту доехать с открытыми. А в такой вот дороге нет.
облака, то ли чё тут почем, да? Все в одно слилось. Şimdi kıyı yerde ileri sapılanlar. Gösterenler. Burada yollar. Yollar, yollar. Oy. Yollar, yollar, ağır bolsa bolsun, dik soңгусу гына bolmasın. Yollar, yollar, ağır bolsa bolsun, dik soңгусу гына bolmasın. Аккуратно, солнышко, медленно едь. Прямо 3 километра в час. Да не торопись, никого же нету. Ничего себе, мы дорогу-то выбрали с тобой. А внизу вот тут вот футбол играют. Такие вот прикольные растения растут. У них вон прям пирамида майя. Терраски какие-то построенные. Как так строят они, непонятно. Памирский трак, что с него возьмешь? Красота требует жертву, говорят. Вот красивые дороги. Окна грязные стали. Дождь накапало, пыль накапала. День накопился на окне. Блин, какой он большой. Такие стали на горке. Красивая вода-то. Че, поехали? Ну, поехали. Что-то там 100-500 человек из одной машины вылезли. Вот это вся молодежь, и там вон еще дедушка и еще водитель. Ну-ка, бип-бип. Там, говорит, есть вода, если что, можете подойти, там помыться. Вода-то есть, только невозможно спуститься к этой воде. Ну там, походу, уже дорогу открыли. Вот там вода. И уже можно ехать. А картинка, солнышко, аккуратно. А река так не перекроется, пока он так насыпает? Ничего себе! Фи! Сколько мне напылило! Аж засюда. Через телефон экран можно смотреть, так больше видно.
строительство строит. Вот. Так и будет, да? Это когда ты сидишь в укрытии, вот тут очки, тут зеркало, наверх туда, и ты как бы видишь через верх. Понятно. Если 5 лет будет, не будет лета, то зерна, допустим, там, ну, риса и всего остального хватит на 5 лет всю страну. Дальше дорога только такая. Пыльная, разбитая, напряженная. Каждый метр как испытание. Зачастую ширина всего в одну машину. И мы останавливаемся, чтобы пропускать встречку. Вообще не боятся проезжать. Так это местный. Солнышко, стой. Это не местный с тобой. Солнышко, не стоишь. Там сзади машина подъедет. Серега хочет быстрее проехать этот участок, а я прошу не гнать. Страшновато. Мои скромные попытки снимать на телефон дают лишь такой результат. Машина вся в пыли. Но именно в этой пыли вся правда Памира. Не открыточная, не причесанная, а настоящая. Ничего себе ты фартовая стала. И это что? Блин, А ты что? я просто поражаюсь. Дорога – это всегда контраст. Тяжело, страшно, пыльно, но одновременно невыносимо красиво. И именно этот контраст делает Памир живым. И обязательно в кадре появляется что-то, что забирает дыхание. Какая большая машина там едет? Что ты будешь делать? Тоже мог. Ну как, где есть место, туда стыкаешься, по-видимому, да? Не, ну просто я такой аж растерялся, короче. Ему же неудобно так и так. Памир – это не окраина истории, а ее центр. Согласно последним исследованиям, человек начал осваивать эти высоты уже около 13-14 тысяч лет назад, одновременно с заселением Тибета и Анд. Древние люди жили в пещерах Восточного Памира на высоте более 4000 метров, там, где даже сегодня дышится с трудом. Одной из таких стоянок была Истыканская пещера. Возраст найденных там следов, костров и каменных орудий около 13 тысяч лет. А рядом, в гроте шахты, на высоте 4200 метров, сохранились древние рисунки, сделанные красной охрой. Это одни из самых высокогорных наскальных изображений на планете. Еще одна машина большая. Вот это коробка, охренеть, как до него идет. Сколько их? Большие жуки, да?
Казалось бы, на такой высоте можно только охотиться или кочевать, но археологи нашли доказательства, что уже во втором тысячелетии до нашей эры здесь занимались земледелием и скотоводством. Великий русский ученый Николай Вавилов, исследовавший эти места, нашел на Памире древние формы пшеницы и предположил, что эта горная страна была одним из центров происхождения культурных злаков. В долинах выращивали особые сорта зерна, приспособленные к суровому климату. Название Памир – одно из самых древних. Некоторые исследователи связывают его с санскритским «миру». Так в индийской космографии назвали священную гору, которая находится в центре Вселенной. Отсюда Пон-мир, то есть крыша мира. Так Памир называли еще в древности, когда считали его центром Земли и обиталищем богов. Для античных авторов Памир был легендарной, почти недосягаемой страной. Его упоминали Плиний, 1 век нашей эры, и Птолемей, 2 век нашей эры. Китайские хроники называли его Цунлин, луковые горы, и считали важнейшим звеном Великого Шелкового пути. Через Памир проходили караваны, соединявшие Китай, Индию, Персию и Рим. В поздней древности, в 1-2 веках нашей эры, значительная часть Памира входила в состав Кушанского царства, могущественной империи, которая связывала кочевой мир и оседлые цивилизации. На перевалах и в долинах осели ираноязычные племена, предки тех, кто до сих пор живет в этих горах. Как будто вулкан взорвался, да? В древнем священном тексте Авеста, зороастрийский сборник, и в более поздних источниках Памир связывают с прародиной древних ариев. Немецкий географ XIX века Карл Риттер, изучая текст Авеста, помещал колыбель иранской расы именно в район Памира Гундушского горного узла. Согласно этой гипотезе, оттуда, с Памира, предки индоиранских народов расселялись в Индию, Иран и Европу. Эта идея до сих пор обсуждается учеными, но сам факт, что Памир уже в древности воспринимался как начало-начал, говорит о многом. Мы пришли сейчас в такое ущелье долгое, сложное, вообще капец. Спустились вот до какой-то более-менее ровной поверхности. И здесь опять ДПС. Это уже 3-й, как мы заехали в ГБАО. 3-й, да. Сережа пошел документы показывать. Надо искать место для ночлега, чтобы не попасть опять в ущелье. Иначе придется в ночь переходить. Это очень опасно и сложно. Тут днем-то, когда все видно, то опасно, капец. И сложно. А ночью это вообще, наверное, трэш. Перед поездкой я читала, этот маршрут от Душанбе до Хорога лучше проезжать за один световой день, потому что дорога идет вдоль Пянджа, за рекой Афганистан. И ночевать здесь не рекомендуют, говорят, опасно, талибы. Ехать дальше в темноте было бы безумием. Мы нашли место, где дорога чуть расширилась, остановились и решили, будем ночевать здесь, прямо на берегу Пянджа. Рядом с нами остановилось еще 2 фуры. Мы были не одни. Мы не говорили с друг другом, но было чувство, что мы вместе в этом месте. Страшно? Да. Но в этой темноте под звездами рядом с быстрой рекой я вдруг поняла, этот маршрут не про страх, он про доверие к дороге, к себе, к тому, что все будет хорошо, даже если планы ломаются. Мы просыпались от каждого звука, от каждой подъезжающей машины. Тревога не уходила, но мы знали, ехать дальше ночью по этим дорогам опаснее, чем остаться. Там прям по дереву намаз читают. Мы тут по дереву стали. Уже ночь, уже двигаться по такой дороге нельзя, просто нельзя. Все заночуем.